О самых заметных событиях четверга, 23 сентября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы. Смертоносный вирус продолжает перемещаться по Якутии и не щадит никого. Беременных женщин рекомендуют перевести на удаленный режим работы. Кабинету памяти в Якутске скоро исполнится 1 год, и, как оказалось, он полезен в лечении так называемого постковидного синдрома. Цифровизация наследия коренных народов Арктики. В этом году онлайн-конференция, организованная в Нерюнгри, собрала новых участников со всей России. На первый взгляд, профессия для мужчины неподходящая, однако благодаря ей он стал одним из лучших педагогов района. В детском саду Ленска работает мужчина-воспитатель. Страшные воспоминания. Известная мистическая фотовыставка Эдварда Аллена открылась в Национальном художественном музее Якутска. Ухудшается эпидобстановка в регионе. Еще 190 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Из них в столице республики 117 заболевших. Среди районов больше всего случаев в Татинском и Мигино-Кангаласском по 9, 6 заражений в Нерюнгринском районе, по 5 в Ленском, Сунтарском и Усть-Алданском, по 4 в Намском, Хангаласском и Чурапчинском. От 1 до 3 случаев заражения фиксируют в 14 районах Якутии. Из-за риска заражения ковидом Министерство труда и соцразвития республики рекомендует работодателям перевести беременных на дистанционный режим работы. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения отнесла беременность к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания инфекции. В республике, согласно указу главы Якутии от июля прошлого года, работодателям рекомендуют переводить на удаленный режим работы беременных женщин и сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Спецотряд медиков Федерального медико-биологического агентства России завершает свою работу в республике. Медицинский десант в Якутию направили для диспансеризации волонтеров, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Результатом работы, помимо оказанной помощи, стало и подписанное с региональным Минздравом соглашение. Документ расширит возможности межведомственного взаимодействия в различных областях здравоохранения и позволит обмениваться опытом в области основной медицины. Это венец нашей совместной работы, закономерный итог. Я бы употребил такой термин. Нужно не заканчивать нашу деятельность, нужно ее продолжать. Нужно обмениваться опытом. И здесь, и у федералов проходят различные конференции, симпозиумы, мастер-классы. Есть что показать коллегам из Якутии, есть что показать федералам. Это нужно использовать. Есть, рекомендации дальнейшего углубленного медосмотра. Часть пациентов будет проходить непосредственно в наших медицинских организациях. То, что не можем предоставить в районах, в территории нашей республики, будут направлены по согласованию ФМБА. Продолжим тему медицины. Северо-Восточный федеральный университет занял 4-е место среди вузов России по медицинским наукам. Рейтинговое агентство Round University Ranking опубликовало предметный рейтинг вузов мира, где СВФУ стал 4-м в России и 326-м в мире по изучению медицины. По наукам о жизни университет находится на 29-м месте в стране. Директор медицинского института СВФУ Николай Гоголев, комментируя рейтинг, отметил, что основной сильной стороной является сформированный крепкий и творческий коллектив мединститута в содружестве с развивающимся здравоохранением Якутии и России. Это признание работы многих поколений исследователей и медиков-практиков в республике, добавил Гоголев. Тем временем кабинету памяти в Якутске скоро исполнится 1 год, но, как оказалось, этот проект республиканской больницы номер 3, изначально направленный на диагностику и лечение нарушений когнитивных функций мозга, оказался весьма актуальным и для лечения так называемого постковидного синдрома. Кабинет памяти начал свою работу в октябре прошлого года. В день здесь обследуется порядка 6 пациентов. Попасть к специалистам кабинета можно по направлению терапевта или невролога. В кабинет памяти обращаются люди, которые отмечают у себя снижение памяти, либо же их родственники. Им рекомендуют пройти тут обследование. Причиной когнитивных нарушений могут быть
Но разные заболевания, начиная от тревожно-депрессивных состояний, заканчивая деменциями. Причем, если большинство расстройств можно вылечить или довести до ремиссии с помощью медикаментозного вмешательства, то деменция на сегодняшний день неизлечима. Первым симптомом заболевания может стать ухудшение памяти и внимания. В пожилом возрасте на это ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Счет идет на минуты, отсрочить полную деградацию можно только начав лечение как можно раньше. В республике в настоящее время специализированная служба помощи больным с деменцией находится в зачаточном состоянии. В этом году общественная организация «Комплексный центр медицинского и социального обслуживания населения» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов социальным проектом «Школа домашнего ухода» для родственников пациентов с родственников тяжело больных пациентов. Мы вот в рамках проекта планируем совместно с Кабинетом памяти и также с органами социальной защиты города Якутска организовывать школы для родственников. Кроме того, школа будет просвещать население о подобных заболеваниях, а также оказывать медицинскую помощь тяжело больным. Между тем, врачи отмечают, все чаще на нарушение когнитивных способностей жалуются те, кто перенесли ковид. В связи с этим Кабинет памяти начал работу и по реабилитации пациентов, перенесших вирусную пневмонию. За последнее время очень много обращений со стороны людей, в том числе и от молодых, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Они тоже отмечают у себя когнитивное снижение, снижение памяти, внимания. Пока это не исследовано, но считается, что когнитивное снижение после коронавирусной инфекции – это состояние временное, и оно развивается не у всех людей. На сегодняшний день в республике насчитывается более 230 тысяч жителей пенсионного возраста. Группы, находящиеся в зоне риска, то есть чаще других, страдающих заболеваниями нарушений работы мозга. Очень важно со стороны родственников не скидывать забывчивость старшего поколения только на возраст. Иногда это может быть показанием к тому, чтобы обратиться к специалистам Кабинета памяти и укрепить свое ментальное здоровье. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. К другим темам. Программа льготного жилищного кредитования на Дальнем Востоке в сентябре преодолела планку в 25 тысяч выданных кредитов. Таким образом, около 96 миллиардов рублей на льготных условиях получили жители ДФО на улучшение жилищных условий. При этом Якутия занимает второе место после Приморья по числу выданных таких кредитов. Их в республике выдали более 5 тысяч на сумму порядка 20 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что за последние месяцы темпы реализации программы заметно ускорились. Между тем, крупные кредитные организации воспринимают микрокредиты или деньги до зарплаты в кредитной истории россиянина как негативное качество потенциального клиента. Об этом говорят эксперты. Отмечается, что риск неуплаты среди клиентов с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в 2 раза выше, чем среди россиян, никогда не обращавшихся в микрофинансовые организации. Аналитики предупреждают, если клиент брал микрокредит 3 или более раз, то вероятность просроченного платежа растет. Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта. Стартовал Республиканский форум предпринимателей. Это современная дискуссионная площадка, где представители бизнеса, общественных организаций и государственных структур координируют взаимодействие. Сарглана Неустроева о новшествах этого года. Форум в этом году проходит впервые после долгого перерыва. В прошлом году якутское предпринимательство понесло большие убытки и значительно пострадало от принятых ограничительных мер. Тем не менее, благодаря слаженной работе Министерства предпринимательства республики и бизнес-сообщества удалось снова поставить малое и среднее предпринимательство на путь развития. Мы видим, что есть определенные тренды в предпринимательстве. Конечно, растет у нас количество занятых. Впервые за всю историю Республики Саха-Якутия превысила отметку 100 тысяч количества занятых в МСП. И уже в 2021 году мы видим рост субъектов МСП на 2%. Отмечается и рост количества самозанятых в районах республики. Это прежде всего фермеры и мастера народного промысла. Все благодаря принятым мерам поддержки Минпреда республики. У нас уже более 12 тысяч самозанятых. И это результат, которого
который предвосходил даже наши собственные ожидания, хотя мы были уверены, что та информационная кампания, которую мы запустили по нашим центрам «Мой бизнес», открывшийся в том числе и в период пандемии во многих районах республики, она точно возымеет действие, и наши ожидания оправдались. Между тем, сам форум проходит в гибридном формате онлайн и офлайн, а участниками может стать любой желающий. Программа проекта включает свыше 50 мероприятий. Это вебинары, мастер-классы, выставки и многое-многое другое. Конкретно торгово-промышленная палата выступила инициаторами и подготовила несколько мероприятий, таких как вот сегодня с 10 утра у нас проходил большой круглый стол, посвященный поддержке местных производителей. Это очень важная, большая тема. И, вы знаете, говорить о количестве участников, в связи с пандемией сейчас очень сложно, потому что, конечно, был полный зал, и кроме этого достаточно большое количество подключилось по нашей ссылке онлайн. Сегодня мы подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса молодых предпринимателей 2021 года. Итоги подведены по 4 номинациям. Это торговля, производство, самозанятые и услуги. И сегодня у нас, как завершающий этап, уже состоялось вручение наград. Продлится форум 4 дня с 23 по 27 сентября и традиционно приурочен ко Дню предпринимателя. Это отличная бесплатная площадка для тех, кто желает наладить связи и сотрудничество между организациями и предприятиями, а также выявить слабые стороны своего бизнеса и стать лучше. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Воспитанники Дворца детского творчества в Якутске будут изучать на занятиях финансовую грамотность. Тематические уроки войдут в обязательную программу для тех, кто готовится к правовой и предпринимательской деятельности, а также тех, кто ходит в кружки лидерства и волонтерства. Специалисты Банка России научат детей вести личный бюджет, делать накопления и разумно их тратить, грамотно пользоваться финансовыми услугами и вовремя распознавать мошенников. Будущие бизнесмены, юристы и волонтеры не только смогут получить новые знания, но и попробовать себя в роли лекторов. Они будут делиться полученной информацией со сверстниками, изучающими другие направления. В Нерюнгри прошла Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Подробности мероприятия у Ирины Кичигиной. В конференции приняли участие представители Российского университета дружбы народов, Государственного педагогического университета имени Герцена, Сибирского федерального университета, Федерального агентства по делам национальностей, экспериментальной школы «Арктика» и Арктического совета. Помимо этого, на связь вышли представители еще 8 российских регионов. В прошлом году проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» получил статус проекта Арктического совета. В этот проект будут включены все арктические страны. В нем должны быть представлены все народы, проживающие в арктической зоне. Потому что вот носители языка, культуры у нас исчезают, с каждым годом их становится все меньше и меньше, и вместе с ними уходит вот язык и культура вот этих уникальных наших народов. И вот наша цель именно вот запись на цифровые носители, значит, создание электронных учебных пособий и так далее, для того, чтобы сохранить и развивать вот язык и культуру коренных народов Арктики. В реализации проекта будут задействованы как ученые, так и носители языка, педагоги, студенты и все, кто может внести свой вклад. Проект рассчитан на период 2021-2024 годов. Когда данный проект представили в Арктическом совете, иностранные коллеги выразили пожелание расширить границы и продолжить реализацию после окончания первоначальных сроков. С 2011 года запущен портал «Арктика Википедия.ру», а с 2022 года будет открыта площадка «Арктика Википедия.ком», на которой будут сконцентрированы все ресурсы. Техническую часть раньше реализовывали только наш университет, сейчас к нам подключается уже Норвегия, Арктика SDI фирма, подключается, значит, Росреестр московский. Именно сейчас по данным расселения коренных народов будет уже по новым данным переписи населения. И довольно-таки уже как бы на серьезном уровне будет реализовываться проект. Всего в Российской Федерации насчитывается 42 коренных народа Арктики, а на международном уровне планируется подключить в целом 96 народов. Но эта цифра еще уточняется. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
27 сентября Якутия отметит День государственности. Ежегодно в этот день общественность и руководство региона возлагает цветы к памятникам выдающихся деятелей республики. И один из них – это памятник поэту Платону Аюнскому, возведенный в 2003 году. Его начали реставрировать. В настоящее время ремонтные работы планируется завершить 25 сентября. Сахатеатр время от времени ремонтировал субботниками, где-то даже шел на нарушение, поскольку памятник не стоит на его балансе, то Сахатеатр не мог ремонтировать его за счет бюджетных средств. И если такие случаи возникали, то театр штрафовали, он даже оплачивал штраф за то, что ремонтирует памятник. И этот вопрос поднимали деятели культуры на встрече с кандидатом в мэры города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым, и он поддержал наших деятелей культуры и собственно, дал поручение службе городского хозяйства отремонтировать постамент. Мы планируем, что после ремонта, качественного ремонта постамента, памятник перейдет все-таки в городскую собственность. В Якутске открылась уникальная выставка архивных документов. Впервые представлены ранее засекреченные документы по истории столицы республики, начиная с 1939 года. Тогда был составлен первый в истории советского периода генеральный проект планировки Якутска. Также можно увидеть схемы развития линии пассажирского транспорта со строительством троллейбусной линии, которую по плану должны были запустить в 1985 году. Выставка уникальных архивных документов открыта в здании городского архива по адресу улица Строителей, дом 18 до конца сентября. Здесь мы экспонируем впервые ранее лежащие на секретном хранении документы по истории градостроительства нашего города, которые сейчас хранятся в фонде главного архитектурно-планировочного учреждения нашего города Якутска. Почему мы говорим уникальные эти документы? Потому что ранее они нигде никогда не использовались, не выставлялись для широкой общественности. В детском саду Сардана города Ленска работает мужчина-воспитатель. Почему он выбрал эту профессию и как стал одним из лучших педагогов в районе, рассказывает Светлана Балеева. Сергей работает воспитателем уже 11 лет, из них 9 в ленских детских садах. Сегодня молодой человек ведет подготовительную группу в дошкольном учреждении Сардана, готовит ребят к школе. Это будет уже его второй выпуск. Я выпустил одну группу в детском саду «Сказка». Тоже хорошая напарница мне попалась. И я всегда говорил, что результат, когда мы выпускаем свою группу, это результат работы не одного воспитателя, не одного человека, это результат командной работы. Конечно, хороший выпуск – это результат слаженной работы, но основная часть ее, как ни крути, ложится именно на воспитателя. Сергей, по мнению коллег, опытный педагог, а главное, его очень любят дети. Второй год работаем. Хорошо, мне устраивает. Человек ответственный, доброжелательный. Родители к нему с пониманием относятся. Дети его очень любят. Может быть, кому-то даже из детей мужского внимания не достает, да? А он как отец для них. Хорошо, дети положительно относятся к ним. Мужчина-воспитатель даже в нашем современном обществе явление редкое, поэтому многие относятся к ним настороженно. Сергей вспоминает, что и к нему родители воспитанников и коллеги присматривались в течение года, но сегодня опасения их исчезли. Очень необычно увидеть здесь мужчину-воспитателя, потому что в основном это женская профессия, и как-то здесь все время женщины. Дочка сначала стеснялась, а потом привыкла и полюбила. Сергей добр, уравновешен и прекрасно ладит с детьми. Говорит он тихо, никогда не повышает голос. Дети понимают его по взгляду. К занятиям молодой человек подходит с особой ответственностью. Старается каждый раз придумать что-то новое и заинтересовать детей. Когда мы проводим занятия, мне нравится такое занятие. Гласные, согласные и мягкие, твердые. В день нашей съемочной группы педагог предложил ребятам побольше узнать о правилах дорожного движения. Провел занятия в игровой форме. Свою профессию Сергей любит и связывает свою жизнь только с педагогикой. Сегодня молодой человек поступил в Новосибирский университет, учится заочно. Признается, что в мечтах пройти все ступени в педагогике и стать преподавателем истории и обществознания в институте. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Якутское кино снова в центре внимания. На главном кинофестивале страны Сочинском кинотавре прошла премьера новой картины режиссера Владимира Мункуева «Нуча». Она вошла в конкурсную программу и будет бороться за основные призы смотра. В центре сюжета якутская семья на рубеже 19-20 веков, в которую насильно поселяют русского каторжника. О ленте уже говорят в профессиональной среде. Недавно фильм получил главный приз на кинофестивале в Карловых Варах. И теперь к нему приковано пристальное внимание. Мы сейчас на кинотавре. Когда позавчера был показ у нас? Да. А потом нас всех хвалили. То есть большая часть людей нас хвалили. Бывает так, знаете, что люди посмотрят и молчат, ничего не говорят. А тут люди в основном хвалили. Несколько человек поругали, но в основном хвалили. Мы очень бережно и внимательно к этому относимся и хотим сделать так, чтобы все люди, которые хотят посмотреть такое кино, имели такую возможность во всей стране. Ну, естественно, конечно, в Якутии тоже. Я думаю, что мы в ближайшее время, может быть, в течение недели объявим о дате проката. Ульяновский драматический театр имени Ивана Гончарова впервые в Якутии. Показы пройдут на сцене Театра оперы и балета Республики. Гастрольная программа драмтеатра состоит из 4 спектаклей. Это музыкальная комедия «Кадриль», комедия «Завещание», иронический спектакль «Любовный квадрат», а также произведение Николая Карамзина «Бедная Лиза». Между тем, коллектив Театра оперы и балета недавно вернулся с гастролей. От Лены до Волги группа Якутского театра провела 14 показов в городах Поволжья. Гастрольные обменные туры проводят по федеральной программе «Большие гастроли». Нам будет очень приятно встретиться с якутским зрителем, потому что нам интересно, наш театр нас знает, и поэтому там какие-то вещи мы знаем, какие сработают на нашем зрителе. Нам интересно узнать, как же якутский зритель воспримет то, что у нас будет происходить. Вот сегодня очень трогательная история. Впрочем, как и завтра, и послезавтра. В каждом спектакле зритель найдет что-то интересное ему лично. То есть каждый зритель у нас не выходит без хороших впечатлений после спектакля. Так что приходите, любое название, вы будете безмерно счастливы, я думаю. Страшные воспоминания. Известная мистическая фотовыставка Эдварда Аллена открылась сегодня в Национальном художественном музее Якутска. Подробнее о представленных работах и их технике исполнения расскажет Марферина Алексеева. В Национальном художественном музее сегодня царит особая мистическая атмосфера. Приглушенный свет в холле, фотозона в мрачной тематике ко Дню всех святых, светодиодные свечи погружают посетителей в по-настоящему интригующую атмосферу. Перед входом в выставочный зал гостям вручают фонарики. Просматривать жуткие фото придется в кромешной тьме. Пугающий антураж создает фоновое сопровождение, плейлист, саундтреки из самых узнаваемых фильмов ужасов. Из фоторамок на посетителей смотрят на первый взгляд миловидные малыши, подростки и старики. И только повернув взгляд в другую сторону, перед нами возникает совершенно другая картина, где перед нами предстает уже призрак этого человека или призрак какого-то предмета дома. Эдвард Аллен создал свои произведения в технике стереоварио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Эти уникальные снимки фотохудожник приобретал на различных антикварных распродажах. Все портреты обработаны вручную в 3 этапа – съемка, кодирование, распечатка и фиксация на основе. На большинстве портретах изображены представители одного семейного рода. Если мы с вами окунемся в историю развития искусства фотографии, которое началось в 19 столетии, то уже тогда художники использовали наложение 2 негативов и делали снимки, когда изображен реальный человек, и в руке он, например, держит свою голову. Они, конечно, тогда не получили достаточного распространения, но, тем не менее, дали толчок развитию использования в одном снимке 2 негативов. Выставка вызвала немалый интерес у жителей столицы. Гости отметили и оценили тематическую атмосферу. Как-то не по себе, жутковато. Я узнала об этом с Инстаграма, увидела пост и решила прийти посмотреть. Стало интересно, что да как. Тем более это Вуди Аллен, всем известный. Также в выставочном зале идут показы анимационных фильмов режиссера Тима Бертона, который известен своей любовью ко всему мрачному и мистическому. Погрузиться в атмосферу Хэллоуина, оценить пугающие портреты и заодно посмотреть готические мультфильмы жители и гости Якутска смогут до 9 января. Марферина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.